Доброе утро. В эфире программа «Новости», в студии Зураб Центроев. Республика отметила сразу несколько праздников. Столице исполнилось 197 лет. Также чествовали учителей и чеченскую молодежь. Начались торжества рано утром с возложения цветов к мемориальному комплексу «Славы». Среди многочисленных гостей и бывшие жители Грозного. Слово Азии Исаевой. К празднованию 197-летия столицы здесь все готово. С самого утра практически по всему городу концерты и гуляния, угощения и встречи, несмотря на пасмурную погоду, которую, впрочем, мало кто замечал. Одним из первых, кто пришел сегодня к мемориальному комплексу «Славы», бывшие жители Грозного. В 90-е в связи с трагическими событиями им пришлось покинуть республику. Однако сегодня они не упускают возможности посетить малую родину и встретиться с теми, с кем когда-то вместе учились и работали. Я всегда переживаю, подъезжаю на поезде, и у меня сердце трепещет. Новый Грозный – это просто сказка. И каждый год, сколько мы уже сюда ездим после тяжелых дней, 20 лет мы приезжаем, город становится все лучше и лучше, все краше и краше. Начались официальные торжества по традиции с возложения цветов к мемориальной плите памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии также приняли участие многочисленные делегации не только из северокавказских республик, но и различных городов России. В числе высокопоставленных гостей был и посол Пакистана в России Захир Джанджуа. Сразу после гости посетили музей, посвященный жизни и деятельности первого президента, в котором представлены его личные вещи и фотографии. Роль Ахмата Хаджи Кадырова в восстановлении мира и восстановлении города сегодня вспоминали не раз. Ведь тогда, в начале 2000-х, многие были уверены, на прежнем месте Грозный уже не построить. И только первый президент республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, решается доказать обратное. Те годы, когда многие скептики говорили о том, что необходимо будет перенести столицу Чеченской Республики, Гудермес и так далее, в новом месте возрождать новую столицу. И тогда Ахмат Хаджи Кадыров принял судьбоносное решение, сказал, что город был, есть и будет на том месте, где он сейчас находится. И благодаря вот такой жесткой позиции нашего первого президента, сегодня, благодаря усилиям и консолидации всего общества и во главе с нашим лидером Рамзаном Хаджи Кадыровым, прекрасный город Грозный возродился и сегодня радует глаз и жителей, и наших гостей. Так совпало, что ровно 12 лет назад, 5 октября 2003 года, Ахмат Хаджи Кадыров становится первым президентом Чеченской Республики. На него возлагает надежды не только федеральный центр, но и чеченский народ, уставший от почти десятилетнего беззакония. Гости отмечают день рождения в новом облике. Город сегодня отмечает благодаря сплоченности народа со своим лидером. Хочу поздравить весь чеченский народ с Днем города Грозного, вашего лидера, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который продолжает дело своего отца Ахмата Хаджи Кадырова, которые действительно возродили республику из пепла и дали чеченскому народу очень мощный толчок в прогресс, понимаете? То есть вы действительно сейчас находитесь среди лидеров народов России и показываете, в принципе, действительно, как нужно жить, как нужно ухаживать за своей землей, за своим городом. Мэр отмечает, Грозный уже признан одним из самых перспективных и красивых городов России, однако останавливаться на достигнутом нельзя. Прекрасно помню, каким был город Грозный, вернее то, что оставалось от города Грозного. Это руины, город практически был мертв. Сделано в городе Грозном, это Чеченской Республики, очень много, но предстоит еще больше сделать. Грозный сегодня выходит на новый уровень своего развития. Увеличивается не только количество инвесторов, но и поток туристов. 200-летие столицы будут отмечать на государственном уровне. Это и есть лучшее признание того, что Грозный не только справился с кризисом, но и активно развивается. Азия Исаева, Седа Сапарова, новости. Центральная площадь Грозного стала местом проведения сразу нескольких акций. Воспитанники детских домов творчества через свои работы показали, каким они видят родной город. Любители спорта ждали различные состязания, а у домохозяек появилась возможность посетить сельхозярмарку. Происходящее запечатлели наши съемочные группы. На 197-летие Грозного съехались жители со всей республики. Первым делом люди спешат на главную площадь. Здесь каждый может оставить свои поздравления с столицей именинницам. Буквально за частности. Не по желанию, уже с трудом можно найти свободное место. Я приехал из Гудермеса, чтобы оставить свои пожелания городу Грозному. Желаю, чтобы город Грозный всегда так же хорошо процветал, как сейчас. И чтобы в будущем все процветало так же, как сейчас. Выставка изобразительного искусства, ярмарка. Сегодня все посвящено любимому городу. Аминат Зубайраева свои картины выставляет ежегодно. Девушка рисует масляными красками на холсте. Все работы художницы выполнены в оранжевых оттенках.
Но я не могу точно сказать, почему именно оранжевый цвет. Просто мне он нравится, от него идет, от него тепло, не знаю, хорошее настроение почему-то. И особенно осенью, это осенние мои работы. Уголок для живописи и детского творчества, организованный Департаментом культуры мэрии столицы, не оставил равнодушным ни одного посетителя. Сегодня я увидела на выставке замечательные работы детей домов детского творчества 4 районов. Удивительно, неописуемой красоты. Вот даже можно видеть, какие цветы красивые, какое великолепие. Смотрите, вот вязаные, бумажные цветы, из бисера сделаны. Очень радует этот взгляд. И что такое великолепие. Что нас радует, что наши дети такие очень талантливые, способные. И хочется им пожелать творческих удач и победы, как говорится, и чтобы они радовали нас всегда своими творческими поделками. А вот на соседней площадке развернулась ярмарка. Все виды овощей и, главное, с родных полей. Многие из покупателей специально приехали сюда из отдаленных уголков Чечни. Ведь купить экологически чистые продукты, к тому же по хорошей цене, на рынке не всегда удается. С неделю назад мы узнали о том, что будет ярмарка в День города. Приехали сюда, потому что мы считаем, что в нашей республике самые вкусные овощи и фрукты. И чтобы поддержать своего производителя. Потому что все-таки у нас много завозной продукции. И свои производители, мне кажется, не очень на рынке выдвинуты. Поэтому, когда они приехали сюда, мы решили прийти и поддержать их, купить что-то и для души, как говорится. Свои стенды подготовили студенты республиканских вузов. Научные и технические разработки также удивили посетителей. Здесь также представлена продукция фермерских хозяйств региона. Агрономы говорят, что урожайность в этом году порадовала. Синенький, сладкий перец, горький перец, морковка, капуста, кукурузы, огурцы, картошка. А как сегодня продажа идет? Идет хорошо. Покупают много? Покупают нормальный, довольны, покупатели довольны насчет цены. По ярмарках участие принимать наряду с другими хозяйствами, фермерские хозяйства шью, и фермерские хозяйства представительно продукцию. Исламан район штидуинда, теркистери, хеченхари, предгорной зоне, массон зоне дуона, район фермершвок и бакен. Кроме этого, на ярмарке была представлена молочная продукция, мясо, колбасные изделия, горный мед. Каждый мог найти себе все, что пожелает. Помимо выставки сельхозпродукции, также здесь проходят и другие различные мероприятия, например, спортивные состязания. Мой коллега Хамзат Аюбов побывал на каждом из них. Для того, чтобы еще больше украсить сегодняшний тройной праздник, организаторы выпустили в небо 3 огромных воздушных шара. Отсюда, с высоты птичьего полета, видно, как много людей собралось на площади и насколько грандиозно само мероприятие. Не успели еще все шары надуть, как собралась целая масса желающих спорить над праздниками. Кое-кому даже удалось уговорить организаторов. В основном это дети, но не все. В корзину воздушного шара забирается и помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов. Мы поздравляем от всего сердца вас, желаем вам всего самого-самого доброго. На празднике занятия по душе найдет каждый. Пока одни наблюдают за выступлениями артистов, любители экстрима смогут насладиться настоящим зрелищем. Мотофристайлеры, приехавшие поздравить республику из далекой Москвы, показывают захватывающие трюки. Из-за порывов ветров мы показываем сейчас программу более-менее безопасную, потому что сдувает и очень сложно на мотоцикл залезть обратно. Какое вот пожелание будет горожанам? Чтобы занимались спортом и не курили, не пили, не наркоманили ни в коем случае. Очень четко работает, ребят, очень четко работает. Лучше даже не может быть. Ребята очень серьезные, подготовка у них хорошая. Я считаю, что эти ребята давно занимаются этим делом. Ну а тем, кто хочет попробовать в деле свои силы, комитет мэрии столицы организовал спортивные состязания. Призы небольшие, но главное здесь не это, а возможность показать себя перед огромной публикой. Поднятие гири и силовой армрестлинг, ну а для более командных игроков перетягивание каната. Я сделал 41 повторений, но если этот молодой человек выступил бы после меня, по-любому он выиграл бы, потому что он 40 сделал. Потом я посчитал 40 и один раз, только один у нас. Разница только. Свои силы, а больше мастерство продемонстрировали собравшимся и стрит-воркаутеры, различные акробатические трюки на турнике и брусьях. Чтобы легко и эффектно выполнять подобное, эти ребята тренируются каждый день, поэтому и призвали всех не повторять увиденное без профессиональной подготовки. Относительно молодой вид спорта, стрит-воркаут в Чечне имеет свою федерацию и несколько школ. Хамзат Аюбов, Динара Мурадова, Элина Дадаева, Расул Арцухаев, Муслим Типаев, Султан Умаров, Дауд Куруев. Новости.
Грозницы стали свидетелями красочного выступления монахов Шаолиня. Гости из Поднебесной продемонстрировали приемы китайских боевых искусств ушу, используя при этом холодное оружие. Среди зрителей была Земфира Лалаева. Легкое движение руки и острое копье пролетает в сантиметре от виска. И неясно, кто точнее. Тот, кто метнул, или тот, кто увернулся. Посмотреть на легендарных монахов Шаолиня сегодня в день города Грозный пришло немало горожан. Для них воины представили программу с показом боевых приемов ушу. Монахами Шаолиня не рождаются, ими становятся. По мнению самих посланцев Востока, главное в этом искусстве – трудолюбие и постоянная работа над собой, как физическая, так и духовная. Спокойствие и выдержка – главная философия этого вида единоборств. Шаолинь кунг-фу – это коридоры, для мира коридоры. Такое хорошее коридоры. Надо каждый заниматься, чувствовать. Если для здоровья, для мира спокойно, лучше всех заниматься. Все, кто пришел сегодня на показательные выступления бойцов-монахов Шаолиня, уверены, такое обычному человеку не под силу. Для многих жителей республики шаолиньские мастера – это герои фильмов, поэтому приезд воинов ушу стал настоящим подарком ко дню города. Земфира Лалаева, Халид Мавсаев. Новости. И на этом все. Удачного вам дня и хороших новостей.